В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Сотрудники полиции Хангаласского района раскрыли двойную кражу. В полицию обратился 53-летний житель села. Он рассказал, что с принадлежащего ему счета мобильного банка были похищены 8 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 20-летний пасынок потерпевшего. Украденные деньги парень потратил на развлечения в Якутске. Кроме этого, установлено, что подозреваемый похитил у своего брата, который является инвалидом детства, сотовый телефон и сбыл его в городе Якутске. Денежные средства злоумышленник потратил, как и в предыдущий раз, в ночных заведениях столицы. Общий материальный ущерб составил 11 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». А в Якутске женщина пострадала от действий мошенников в сети интернет. В полиции она пояснила, что решила оформить кредит, не выходя из дома. Воспользовавшись интернетом, она заполнила заявку на получение 500 тысяч рублей. Ей сообщили, что в качестве страховки от невыплаты кредита требуется перевести деньги. Следуя инструкциям лжеспециалистов банка, потерпевшая перевела им около 86 тысяч рублей на указанный ей счет. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, когда ее попросили перевести еще некоторую сумму. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Накануне столб компании «Ростелеком» сбили на Сергеляском шоссе столицы республики. В настоящее время специалисты компании устанавливают опору. Нарушение связи из-за происшествия не было зафиксировано, сообщил исполняющий обязанности технического директора филиала «Саха-Телеком» Алексей Копытов. Отмечается, что по предварительной информации опора была сбита неустановленным автомобилем. В Краснодарском крае женщина оставила ребенка в кафе. У 4-летней девочки нашли записку, в которой ее мать попросила не отдавать ребенка в детсад «Малютка» и найти для нее новых маму и папу. Установлено, что женщина привела дочь в пиццерию 12 августа, после чего отправила ребенка в детскую комнату и оставила на столе пакет с ее вещами и едой. Затем женщина сообщила официанту, что спустится вниз, и исчезла. Пока сотрудники полиции занимались поисками нерадивой матери, девочку отправили в детское отделение больницы. Через некоторое время 35-летняя мать нашлась. Решение оставить ребенка она объяснила жизненными трудностями. В отношении россиянки начата проверка. В Филадельфии неизвестный открыл огонь по полиции во время антинаркотического рейда. 6 стражей порядка получили ранения. Перестрелка продолжалась почти 8 часов. Подробности смотрите в следующем сюжете. Ищите укрытие, заприте двери, молчите, не паникуйте. Такое сообщение получили в среду жители нескольких районов Филадельфии. Причина – почти 8-часовое вооруженное противостояние, развернувшееся на одной из улиц города. Полицейские обыскивали один из домов по делу, связанному с торговлей наркотиками, когда по ним открыли огонь из строения напротив. Стражи порядка были вынуждены экстренно искать укрытие, открыв ответный огонь. В перестрелке пострадали 6 правоохранителей. Известно о ранениях головы, рук и ног. Прибывшие на место происшествия подразделения полиции и спецназа сначала определили дом, откуда велся огонь, а потом вступили в телефонные переговоры со злоумышленником. Все это время преступник периодически стрелял из окна. На штурм правоохранители не решались, опасаясь, что в строении могут находиться заложники. В итоге мужчина добровольно сдался полиции через 8 часов после начала перестрелки. Кто он и каковы его мотивы, не уточняется. Раненые стражи порядка были доставлены в больницу, но почти сразу отпущены по домам. Их жизни ничего не угрожает. Мы говорим «нет» любой форме насилия. Под таким лозунгом накануне в столице Бразилии прошла масштабная акция протеста, состоящая в основном из женщин. Тему продолжит Анастасия Дмитриева. Все эти протестующие бразильянки называют себя маргаритками. Они из сельской местности и выступают против насилия над женщинами. В среду активистки вышли на улицы в центре столицы страны Бразилии, чтобы заявить о своих правах. Мы говорим «нет» всем формам насилия. В борьбе за миллионы маргариток, за Бразилию с ее суверенитетом, за демократию, справедливость, равенство и отсутствие жестокости. Да здравствуют маргаритки всей Бразилии! Марш маргариток проходит каждые 4 года и назван в память об активистке Маргарите Марии Альвес, убитой в 1983 году во времена военной диктатуры. В прошлый раз, в 2015 году, действовавший тогда президент Дилма Русефф стояла в рядах активисток. Новый же глава государства Жаир Болсонару стал для протестующих основным источником недовольства. Митингующие называли его женоненавистником, расистом и гомофобом. Женщины осуждают Болсонару за многие аспекты политики, от безудержной вырубки лесов Амазонии и ухудшения системы образования до популяризации культуры женоненавистничества и мачизма.
Глава государства не раз открыто хвалил хунту и с презрением высказывался о защитниках прав женщин. По словам организаторов, на нынешний митинг вышли около 100 тысяч человек. Полиция говорит, что протестующих было в 5 раз меньше. В любом случае, это, по данным СМИ, крупнейшая акция протеста в стране с тех пор, как президент Болсонару занял свой пост в январе этого года. И в завершение рубрики в сети появились кадры экстренной посадки пассажирского самолета А-321 уральских авиалиний. Самолет следовал по маршруту Жуковский-Симферополь. На борту находилось 226 человек. У лайнера загорелись оба двигателя после столкновения со стаей птиц. Экипаж аэробуса смог посадить лайнер на брюхо прямо в кукурузном поле. Глава Минздрава отметила, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа удалось избежать серьезных травм. По последним данным, пострадали 55 человек. Инцидент власти и пресса назвали чудом. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.